душу человека. Ну, даже не эзотерики, шаманизма. Это такой маленький инструмент. Это немножко будет кринжово, но просто невероятные масштабы от Земли до космоса. Это не было супер модно. И я как будто бы... И в этот момент уже hot is too much sexy. Сильно возбуждались от этого. Всем привет, меня зовут Тугиара, и я продолжаю рассказывать вам о нашей жизни в эмиграции и о якутских вещах в нашем доме. Сегодня я вам расскажу о хомусе. Что такое хомус? Это наш якутский традиционный национальный музыкальный инструмент, в миру известный как варган. Сегодня не будет много исторических каких-нибудь ссылок о том, когда и как появился хомус и все такое, но я хочу рассказать именно о моем личном отношении с хомусом. Он у нас очень крепкий, связывает всю жизнь, и как я стала исполнительницей, как, наверное, называют, хомусисткой. Да, хомусисткой. Сегодня я буду все рассказывать на русском. Предыдущее видео у меня вышло на родном языке, на языке саха. И только сейчас я снимаю заново на русском языке. Я в прошлый раз думала, что я сниму максимум где-то на 15 минут, покажу свою коллекцию хомусов, как я играю, на что играю, какие мастера изготовили мой инструмент и так далее. Но видео продлилось аж 35 минут. Это после сокращения 45 минут. И как оказалось, анализируя свое предыдущее видео на якутском языке, я поняла, что рассказывать действительно очень много. И здесь не надо будет делать ссылок на исторические какие-то моменты, а буду рассказывать именно о своем отношении. И плюс здесь, наверное, будет немножко такой эзотерики, ну даже не эзотерики, шаманизма. Ну, чего-то такого необъяснимого. Я постараюсь это вам объяснить немножко доступным языком, потому что мы саха, в принципе, друг друга понимаем. То, что мы не можем сейчас объяснить, может быть, для других народов, это немножко будет кринжово, но на самом деле все, что касается именно этого инструмента, всегда есть что-то таинственное, магическое, необъяснимое. Итак, поехали. Хомус. Это такой маленький инструмент, металлический, и ее можно уместить в одном кармане и всегда с собой ее носить, что я и делаю. У саха не так много музыкальных инструментов, и есть, конечно, струнные, смычные инструменты, как кырымпа или кыл и так далее, да, но в большинстве случаев мы играем на хомусе. И этот такой маленький инструмент вмещает в себе просто невероятные масштабы от Земли до космоса, звуки, которые проникают в душу человека. И никто никогда не остается равнодушным к звучанию этого инструмента. Действительно, он совершенно магический, и здесь я расскажу о том, где и как ее применяют. Это не только как музыкальный инструмент. Раньше на нем еще и играли наши шаманы, уданки. И сейчас, кстати, тоже играют. И как я ее в своей жизни использую. Итак, вот я показала хомус, но раньше наши предки делали хомус не только из металла, но и в основном из дерева, из костей, и в конце концов перешли на металл. И в основном это была как-то немножко игрушка для детей, для женщин и для особых каких-то случаев. Я первый раз познакомилась с хомусом в детстве. И, как вы знаете, после распада Советского Союза, когда я родилась, не было такого всплеска вот именно самоидентификации, и только-только вот все возвращались к своим истокам. Мне на самом деле очень
Повезло родиться в это время, и когда я услышала игру на хомусе, я была в восторге. Где-то мне было лет 6, наверное, или 7. Я думала, боже мой, это что за инструмент? Невозможно сравнить ни с каким другим музыкальным инструментом. И я захотела научиться играть. В 1 классе я занималась в кружке при дворце пионеров детства. Немножко позанималась, окей. Во 2 классе я встретила Альбину Дегтяреву. Альбина Михайловна — это известная наша исполнительница игры на хомусе. Ее по всему миру, кто знаком с варганом, хомусом, ее знают. Это потрясающий артист. Я должна была учиться у нее, но этого не случилось по некоторым обстоятельствам. Потом я уже в своем подростковом возрасте учителя мне нашел отец. Это была Федора Гоголева, первая женщина, виртуоз мира игры на хомусе. И мне повезло стать ее ученицей, и все мои знания, все, что я умею, я научилась у нее. Вот. Я училась у нее несколько лет и достигла в целом больших успехов. Выиграла, стала лауреатом международного конкурса именно по хомусу. И как бы это была моя большая эра. Даже я думала посвятить свою жизнь сцене, стать артистом и играть на хомусе также. И благодаря хомусу я познакомилась с величайшими артистами нашего народа, семьей Хатлаевых, например, я вместе с ними играла на сцене, также сотрудничала и работала вместе с другими ансамблями, играя на хомусе. Это был потрясающий опыт, но в конце концов в какой-то момент я ушла в учебу и решила забыть об этом. Но, как говорится, если ты чем-то в детстве занимаешься, то она все равно возвращается и дает какую-то пользу. Я все время думала, когда же мне пригодится игра на хомусе. И так случилось, что в то время, когда я активно играла и выступала на различных мероприятиях, концертах, то я даже ездила на гастроли по республике, как бы моим сверстникам, и в то время что-то национальное, что-то традиционное казалось немножко странным. И мои сверстники говорят: ты на хомусе играешь? Ну да, как-то так. И это не было супер модно. Но мне все равно это нравилось. Я обожала играть на хомусе. Я играла до крови на губах. Я играла всегда прям с восторгом. И было даже время, когда я организовала свой ансамбль на хомусе, и мы выступали с девочками. Я учила играть на хомусе своих подруг. Все равно как бы мои люди были рядом, и мы поддерживали вот эту любовь к музыке именно через хомус. Я время от времени задавала себе вопрос, к чему же пригодится вот мои навыки, умения играть на хомусе. Они мне пригодились. Недавно, где-то лет 10, наверное, назад, я увлеклась практикой йоги и сразу поняла, что йога, хомус — это идеальное комбо для того, чтобы изучать себя, свое тело, свои мысли. И все это я объединила в медитацию на хомусе, и в 2020 году выпустила свой альбом медитативной музыки, и хомус я активно использую в своих практиках как преподаватель йоги, и провожу хомусотерапию и медитацию с помощью хомуса. Сегодня я хочу показать свою коллекцию хомусов. Она у меня не такая большая. В принципе, можно всю жизнь прожить, играя на одном инструменте, и это тоже нормально.
Я просто постепенно, где бы я ни была, иногда собираю свои хумусы. Первый хумус, к сожалению, потерялся во время переездов. Может, он где-то есть, но я еще его не нашла. Но есть у меня вот такие бамбуковые инструменты. Один из Камбоджи, я точно знаю, а второй, кажется, из Индонезии было. Они очень сильно похожи. Давайте я сыграю на них. Это вот из Камбоджи. Я ее купила за $1. $1, please. Вот это я помню. И звучит он так. Вот такой звук. А это второй. Это, кажется, был индонезийский или японский. Я прям уже не помню. Вот. И также это традиционный хумус якутский. Он звучит иначе. Его можно назвать королем среди варганов. И вы в этом сейчас убедитесь, если вы раньше никогда не слышали звучание хумуса. Вот так звучит хумус. И это вот мой постоянный хумус, он у меня немножко новый. Я лет, наверное, 5 играю на нем. Его изготовил молодой мастер. Тарабыкин, по-моему, кажется, его зовут. Я, к сожалению, все время забываю имя мастера, но это потрясающий хумус. Я очень долго и трепетно выбирала себе новый хумус. И для выбора хумуса я еще далее расскажу, как ее выбирать, если вдруг вы после этого просмотрите видео или вообще захотите иметь хумус. Это мой, как сказать, это мой хумус. Он выглядит так. Ее изготовил мастер Владимир Гоголев. Это сын известнейшего мастера Аманика Ус. Это его сын изготовил. А я училась у его дочери Федоры Гоголевой. Этот чехол сделал мне отец из березы. Это я. И на этом хумусе я очень долго выступала, очень долго играла. Но в какой-то момент я поняла, что у нас уже изменился какой-то тембр, и отношения наши сошли на нет. Да, я говорю отношения, и сейчас он немножко обижен на меня, я очень редко на нем играю. Странно, наверное, слышать, да, но к хумусу я отношусь как живым. Это, как говорится, по-поттеровски не палочку выбираешь ты, а палочка выбирает тебя, и поэтому к ним совсем другое у меня отношение. Я считаю, что именно к хумусу надо относиться очень бережно. Когда кто-то роняет, у меня все внутри разрывается, когда я вижу этот звук удара о пол или что-нибудь такое, поэтому я никогда не позволяю себя плохо обращаться с хумусом. Но я его обожаю. И сейчас я попробую сыграть на нем. Слышите, он немножко как будто глуховат, и мне нужно на нем очень долго играть, чтобы вернулся его звук. И, как говорится, на якутском я это называю тына уларыбы, да, дыхание. Мое дыхание изменилось, или мое дыхание изменилось, или его, и поэтому нужно ее возвращать. Мне здесь нравится то, что вот язычок, он чуть мягче, и не бывает такого
чтобы я ударялась об зубы или же зуб металла. Иногда вот когда играешь, и крыш, такой хруст может быть, какой-то такой звук, но на этом хомусе никогда этого не бывает, удивительно. Иногда бывает то, что на другом инструменте можно удариться. Давайте я расскажу о том, как выбрать хомус. Я знаю, что некоторые мастера, например, есть татарский мастер, они все продают свои хомусы онлайн. Якутские мастера, кстати, так не продают. Почему? Потому что не потому что отсталые, да, или что такое. Увы, нет, там все глубже. Нужно попробовать найти свое. Вот известные прям супер талантливые хомусисты, они все лично выбирают хомус, и я тоже рекомендую выбирать хомус лично, потому что, как я говорила ранее, по-поттерски это хомус нас выбирает. Нужно попробовать сыграть и почувствовать, это тот звук, который тебе подходит или нет, с твоим дыханием оно балансирует, гармонично звучит или нет. Я, например, не могу играть на хомусе, который слишком высоким тоном или слишком низким. Нужно вот выбирать свое. У меня еще моя учительница Федерасиона говорила вот женское звучание, мужское звучание какое-то, да, дахтартынах, эркитынах. И я этого раньше не понимала, а потом, да, есть, оказывается, какое-то такое звучание, и нужно вот из тысячи, из сотни хомусов нужно выбрать свое. Поэтому, когда я искала второй хомус, я очень долго искала, и это поиск у меня длился не 1 год. Я потихоньку ходила к мастерам и выбирала, играла, выбирала. А вот это была любовь с первого взгляда, с первого удара, с первого соприкосновения губ. Вот так. Поэтому я ее выбрала, и сейчас я на ней всегда играю. Поэтому, если вы будете искать и выбирать свой хомус, я рекомендую это уже выбирать очно, чтобы попробовать и понять, подходит тебе этот инструмент или нет. Как можно научиться играть на хомусе? Это на самом деле очень просто. Здесь нету никаких нот, хотя в одно время экспериментально я училась по нотам играть вальс. Но это был инструмент, и мне не хотелось вот это, не хватало постоянно этой свободы, потому что хомус — это большой космос в маленьком инструменте, и ее в какие-то рамки загонять — это просто невозможно. И поэтому, да, можно научиться сначала знать какие-то базовые, о том, что как правильно держать хомус, вот тербе, да, вот тербес называется, обхватить, как ее держать, каким пальцем, какой фалангой лучше ударять язычок, как держать в зубах и так далее. Вот это, если базу эту узнать, то вы можете уже играть все, что хотите и как хотите, потому что хомус будет сам вести вас, и вы будете понимать, вот так звучит интересно, это так можно, сяк можно использовать. Поэтому хомус — это такой интуитивный музыкальный инструмент, и каждый может научиться играть на нем. Как я использую хомус во время практики йоги? Я это опробировала во время практик. Как? То есть это стандартная практика йоги, выполнение асан. И в конце, во время шавасаны, те, кто занимается йогой, знают, что такое шавасана. Это завершение практики в позе мертвеца, когда ты просто лежишь, расслабляешь мышцы и настраиваешься на что-то светлое, и освобождаешь свой ум. И вот этот момент обычно включают какие-то мантры. Да, я практикую йогу, но мантры мне совершенно не подходят. Я не люблю это. Или же какую-то музыку приятную, и ты лежишь, это слушаешь. И в этот момент я заменила во время своих занятий на хомус. И
Я очень часто ходила на разные практики йоги, когда на шавасане исполняли вживую на каком-то музыкальном инструменте. Это было фортепиано, скрипка, флейта или какие-то такие традиционные индийские инструменты, на барабанах и так далее. Это было классно, и я подумала, почему не на хамусе? И вот здесь пригодилось то, чем я занималась в детстве, мои способности, мои навыки нашли свое предназначение наконец-то. И почему? Это же не только музыкальный инструмент, это игра души, можно сказать. Вот каждый раз импровизация, и ты играешь душой. Я всегда закрываю глаза и начинаю играть, и одна и та же игра никогда не повторяется, она не будет идентичной. Это не так, как ты там по нотам на фортепиано играешь, вот так, 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 и она будет звучать так же. Нет, она всегда разная, она никогда не повторяется, звуки могут повторяться, но в каком порядке и так далее. И внутреннее состояние человека тоже никогда не повторяется. Поэтому один раз это как одно мгновение, и все. И оно есть здесь и сейчас. И вот это чувство, вот эта философия чисто в моем случае нашла отражение именно в медитации хамусом во время практики йоги. Вот так вот. И мне это очень нравится, и когда я это применяю на занятиях, у всех просто крыша сносит. И когда вот тело уже полностью открыто, и ты слушаешь эти звуки, эти вибрации, они прекрасно подходят для восстановления. Почему я еще говорю? Потому что есть понятие как хамусотерапия. Да, давным-давно, я не буду сейчас вас грузить точно там, здесь какой-то университет точно проводил какие-то исследования, ну да, наукой доказано, что есть музыкотерапия. В нашем случае это хамусотерапия, она действительно помогает излечиться. Были много исследований, несколько исследований, например, на растении, на одно растение, как там было, постоянно играли на нем, чтобы около растения, он слушал и больше распускался, много листьев, и плоды хорошие пошли. На одном инструменте, например, говорили только плохое. Это как с рисом был эксперимент, наверное, кто-то слышал, то, что одному рису всегда все хорошее говорили, а другого все время ругали, и он покрылся плесенью и в конце концов испортился. Вот такой же эксперимент, только на растениях, и на одном постоянно играли на хамусе, а другому говорили просто плохие слова. Второе расцвело, принесло свои плоды, а другой просто умер. Так что есть еще неподтвержденные, наверное, какие-то случаи, когда люди излечивались, слушая игру на хамусе, и излечивались, ну, например, самое простое в моей практике было это, когда головные боли уходили, усталость, тревожность, это прям всегда бывает. И очень много каких-то моментов, если постоянно играть, то бывает еще много пользы от инструмента. Просто я не хочу уверивать то, что хамус излечивает рак. Ну, это немножко не то. Поэтому в любом случае хамусотерапия, она супер полезная, и во время своей практики я это все использую и вижу. Так вот, что еще с хамусом? Вот я начала говорить про лечение, хамусотерапию. Конечно же, мы приходим к понятию использования шаманами, шаманками инструмента хамус. Да, действительно ее использовали. Используют сейчас наши шаманы. Я несколько раз присутствовала в этом использовании во время лечения или каких-нибудь других обрядов. У нас есть, например, свой обряд алгыс, который проводится в честь, например, какого-то события.
или благословение, и всегда звучит хамус. И не просто звучит хамус, это тоже один из обязательных пунктов, когда должно быть звучание такое. И когда ты сама играешь на хамусе, я это называю катютю, ты просто улетаешь. Ты в какое-то состояние особое попадаешь, можно сказать, транс, да, что-то такое необычное, и могут возникнуть какие-то видения. И, наверное, вот наши шаманы использовали именно для этого, для какого-то состояния транса, например. Я сама часто вижу какие-то необычные картинки, и бывает, что ты играешь, и перед тобой целые фильмы возникают, какие-то невероятные видения. Ну, например, однажды, я всегда это вспоминаю, однажды перед началом занятий моя учительница Федора Семеновна всегда, вот этот метод обычно используют всегда. Ну, я не знаю, как сейчас, но в то время, когда я работала с артистами, например, с национальным ансамблем ЭРЭЛь, и еще вот у Федора Семеновны, когда училась, или вот наши фольклорные ансамбли, певцы, артисты любой сферы, они всегда вот входят в состояние турок, мы ее называем. И перед тем всегда я помогала настроиться хамуса. Исполняла что-нибудь, и все просто... Что это было? Нужно было просто сесть удобно, не закрывать себя вот так и так далее, да. И даже когда вы слушаете исполнение хамуса, то лучше сидеть открытым. И открываем нашу ладонь, и располагаемся более удобно и слушаем закрытыми глазами. И вот в этом состоянии бывает то, что у людей что-то мелькает перед глазами, порой целые истории. И вот в одном из этих мне привиделось, даже не я прям реально все это чувствовала, мне казалось. Я лежу, вот моя учительница начала играть, там минуты 2, наверное, целая вот эпоха прошла передо мной. И я как будто бы умерла. И я прям сидела, помню, и вдруг начала ложиться, как тело, что хочет, то это делаешь. Я отдалась полностью этой музыке, легла, и с правой стороны я вижу женщину, которая плачет, и я чувствую, не то что вижу, как меня бросает землю, то, что меня закапывает, но я все равно лежу и смотрю в небо, и там все время меняются дни, то ночь, то зима, лето, там все это быстро проходит, а я лежу, мне так тепло, уютно, спокойно, и в какой-то момент я где-то слышу, что начинает петь агоха, это вот уже агоха, это пение и танцы в одном. Я слышу агоха звуки, и я так лежу, вот где-то в своем на кладбище, да, не знаю, как это будет по-русски. Вот я лежу, и моя душа начинает там тоже танцевать под эти звуки. И я вылетаю из-под земли, сверху смотрю, красивая природа, поляны, и вижу то, что там идет игох. И люди, взявшись за руки, танцуют агоха и поют. И я прям вместе с ними начала танцевать. Мне так хорошо стало. И в этот момент уже музыка подходит к своему концу. Я просыпаюсь, открываю глаза свои с таким светлым чувством благодарности к жизни. Это было великолепно. Это один из вариантов, да? Но у меня вот такое было. Бывает, что у кого-то бывают одинаковые видения, например, когда 2 человека играют, я как-то с подругой играла, и мы видели одно и то же. Ну, видели это можно как в кавычках, да, то есть мы играем, и перед глазами как будто бы играем, и вот из хамуса вылетает
как это будет каталог? В общем, вылетает каталоги. Я тут сделаю надпись на русском, что такое каталог. Вылетают прекрасные птицы и начинают танцевать. Танцевать, танцевать. И мы заканчиваем, и они испаряются. Прям как будто в комнате они танцевали. У меня подруга говорит: сейчас же журавли танцевали. Я говорю: да. И оказывается, у нас такой мяч случился, что мы играли, думали, наверное, в это время, и все это появилось перед нами. Такое тоже бывает. Можно вот парно тоже играть, можно ансамблем и так далее. И вот это состояние каждый раз обновление появляется. Очень много сил, энергии прибавляется. Это такой мощный энергетический инструмент. Я часто хожу на концерты, на фортепианные концерты, в оперу и так далее. Но да, это бывает очень трогательно, но оно не трогает и не переворачивает всю твою душу, прям в суть такую. И нету такого прям ощущения, что ты прям задыхаешься этого удовольствия, когда ты слушаешь игру на хамусе. Но тут тоже я хотела бы отметить, это еще зависит от исполнителя. Много разных артистов, и все они разные, и все люди разные. И в каком состоянии играет этот человек, от этого тоже для меня кажется очень важным. Все, что я сегодня говорю, это не правила, это не свод законов каких-то, это чисто мои личные ощущения. Надо было это еще раз почаще повторять. И мне кажется важно знать, кто играет. Был случай на свадьбе у моей подруги, была приглашена одна артистка, очень известная, я ее не буду называть. И когда она играла, это была какая-то безумная сексуальная энергетика такая. Она еще играла и бедрами так двигала все это, прям еще эти крики были, вздохи. Ну, некоторые артисты также используют голосовое голос и горловое пение, например. И все это звучало так: ох, слишком hot, is too much sexy. И так сидишь в празднике и так: окей. Ну, на самом деле, это, наверное, было благословение о том, чтобы семья была плодородной, чтобы дети, возможно, появились побыстрее, скажем так. Но это бывает. Или же, например, что касается именно такой сексуальной музыки, также был очень известный исполнитель игры на хамусе. И когда он играл, его, к сожалению, нету с нами, его давно не стало, я слышала его игру, это такая сильная мужская такая энергетика была прям. Я еще ребенком была, я не особо понимала, но я видела, как женщина на него реагирует, когда он входил, играл. И я еще слышала разговоры, все женщины прям сильно возбуждались от его игры. Вот такая вот история. И во время, например, своих практик йоги поняла, что все-таки наша природа, она состоит, это как инь и янь, мужское и женское. И вот сейчас йога кажется сильно женской стала. Когда все думают йога, все вспоминают только женщин в леггинсах, там, не знаю, в топиках, они практикуют йогу, слишком много женского, и мне, например, я тоже практикую йогу, веду, еще играю на хамусе, и мне не хватает, например, мужской энергетики в нем, вот в этих практиках. Было бы классно, например, если бы кто-то, например, все это как-то вот что-то мужское привнести. В будущем я хочу эту теорию еще хорошо апробировать, чтобы, например, я веду практику, кто-то проводит из мужчин, играет на хамусе. Это, наверное, будет круто звучать. Это вот мое мнение. Как-то вот все это балансировать. Все равно энергия должна быть какой-то вот гармоничной.
На хамусе, да, сейчас играет очень много людей, это в основном тоже женщины. Есть очень хорошие исполнители мужчины, но все равно как бы хамус, он немножко больше женский. Хотя раньше как бы мужчин больше было играющих. Даже я сейчас представила, а вдруг целый мужской ансамбль хамусистов создать. Это было бы очень красиво, наверное, и такая энергетика была бы. Вау. Вот. Поэтому, когда кто-то играет, есть исполнители, которых я не могу слушать, например, совершенно не могу слушать, или же есть исполнители, которые с таким театрализованным представлением идут тоже классно, это такое сильное большое шоу бывает, и мне казалось, ну кажется, что игра вот на хамусе ушла в какое-то шоу, сильное шоу, и нет вот такой душевности. И когда мы с моими знакомыми вот музыкантами, артистами, мы это обсуждали, что мы хотим просто поиграть, посидеть циетардыта. Циетардыта — это вот метод игры на хамусе, о том, что люди хотят все время вот этого шоу, чтобы волки выли, я не знаю, топот копыт такой был. Да, и не хватает вот такой душевности в выступлениях. И, кстати, я вот к этому еще вернусь. И поэтому, как артисты смотришь. И когда я играла, раньше я всегда играю в традиционном стиле. Циетардыта вот как раз таки использую. Я не пою и не использую голос для эффекта, только игра на хамусе, только звук хамуса. И людям бывает так неинтересно, особенно нашим, когда вот в Якутии выступаешь, так просто так послушает, а самая благодарная публика это бывает за пределами, когда другие национальности все это слушают, у них всегда эффект такой вау, потому что люди привыкли к другой музыке, другой классической музыке, к оркестрам, обычно скрипки, фортепиано и так далее. И вдруг вот эта этническая суть, потому что хамус был у всех народов без исключения был свой инструмент. Поэтому и вот эти звуки, они возвращают нас вот к самому себе. Здесь очень много философии. И игра на хамусе, она вот действительно возвращает нас к себе, к своей сути, к своим предкам, в конце концов. Даже в Африке есть хамусы, в Японии хамусы, в Австралии хамусы, у русских, у казахов шамхабыс, например, называется. Похожий немного инструмент, как на наш хамус. И поэтому всегда бывает эффект вау. Это такая благодарная публика всегда. Мне всегда нравилось выступать перед иностранцами. Но поговорить, вот именно душевно поиграть и послушать, это всегда со своими людьми случается. И недавно я сходила на иммигрантскую вечеринку. Даже здесь я решила это рассказать. Это не была просто такая встреча, посиделка. Мы там, конечно, вкусно поели. Но главный повод это было встретиться и сыграть на хамусе. И мы играли на хамусе. Я первый раз была вот за 5 лет, на 5-й год только начала ходить на вечеринки и знакомиться со своими земляками. И вот, тесно общаться. И в этот момент, когда мы сидели, играли на хамусе, это было совсем другое. И когда ты вдалеке от дома слушаешь свои родные мотивы, родную музыку, оно иначе воспринимается. И это была такая волшебная вечеринка. Мы говорили, разговаривали, играли на хамусе, и это было очень душевно. Наши души играли, улетали и балдели от всего этого.
Я думала, снова сниму короткое видео on Хантан. Я тоже много-много болтаю. Я как-нибудь обязательно сниму более такое историческое видео и расскажу о хомусе подробнее. Но сегодня мне хочется поделиться именно с моим личным отношением вот с этим прекрасным инструментом. И напоследок сыграю специально для вас. И также будет ссылка на мой альбом медитативной хомусной музыки. Послушайте, пожалуйста. А перед тем, если вы меня сейчас дослушали вот до этого момента, то я предложила бы вам занять удобное место. Как я ранее говорила, чтобы вы руки не крестили, ноги тоже все освободили. И закройте глаза. Отдайтесь этой волне музыки и оставайтесь закрытыми глазами, пока я не скажу открыть их. Теперь осторожно можете подвигать пальцами рук и ног и медленно открыть глаза. Или можете просто полежать. И вот такая у меня история с хомусом. Надеюсь, вам было интересно. Я много могу говорить о хомусе. Мне всегда интересно поговорить о хомусе. Если вам понравилось это видео, я буду очень рада вашим подпискам, лайкам и вашим ощущениям после звука хомуса. Всем махта!